Так, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, что пригласили. Я хочу сказать, что мы, я в целом Республику Саха и наше поколение, старшее наше поколение, да, мы тот задел, который наши старшие поколения задали в 50-е, 60-е годы, да, впервые на Дальнем Востоке, в Сибири, на вечной мерзлоте добились того, что газифицировали город Якутск, да, это, если вы помните, это было в 68 году, да. Возьмите, Краснодар до сих пор не газифицирован, Иркутск до сих пор не газифицирован, Хабаровск только начали газифицировать, и так далее, и так далее. То есть тот вектор, который задали наши старшие поколения, мы эстафету, вот эту палочку уронили. В 90-е годы мы уронили. И то, что мы сегодня имеем, это вот то, что имеем. А то, что сегодня слышим, да, о том, что у нас второй нитки, третьей нитки нету, того нету, этого нету, да. Вот, это факт. Сегодня мы знаем, что два инфраструктурных огромных проекта, да, это ВСТО, Сила Сибири, построены. Мы где там участвуем? Нигде. Сегодня в республике заездом работает одновременно больше, где-то около 30-50 тысяч вахтовиков. Там наши ребята есть, может быть, там кто-то водителем работает, кто-то там трактористом работает. А где наши буровики, которые были 25-30 лет назад были? У нас 25 тысяч человек было. Сегодня в республике нет ни одного, я не говорю про, обязательно республика должна быть владельцем, да, наши республиканские якутяне, нет ни одного бурового станка. А вот к чему мы пришли. И к нам, соответственно, такое же отношение, да, вот. Мы сегодня обсуждаем не так, а они даже хотя бы кого-то прислали бы, кто-то пришел бы, да. Мы все слышим там, федеральные СМИ пишут, эти пишут, что якутский проект и так далее. А мимо нас, да, мимо нас. Мы сами в этом виноваты. С одной стороны, этот проект же давно обсуждался, да, вот лично я, допустим, не против того, что этот проект был осуществлен, но понятно, да, то, что они там сейчас кричат, о том, что там будет 20 миллиардов, 30 миллиардов, это понятно, это обычный ход бизнеса, да, привлечь внимание, там, так далее, но они же тоже, специалисты там работают, они же все понимают, что все это будет поэтапно будет разрабатываться, поэтому они взяли этот майский участок, взяли. И там, правда, поделили очень много, 44 тысячи тебе нарезали и взяли, да, специально, допустим, специалистам это не всем понятно, когда есть там выявленные структуры, коллектора там и так далее, никто такие огромные участки себе не нарезает. Это есть якутская пословица, да, лохане салахам нахуй. Вот по этому пути идут сегодня я так понимаю, менеджмент этого ЯТЭКа идет по этому пути, да. И сегодня вы же слышали, что наш глава республики Азин Сергеевич недавно выступал, говорил, когда мост будут строить, там 70% будет работать местное население, да. Я очень сомневаюсь, что мост это чисто очень сложное строительство технологически, да. Там будет работать другие. А мы имеем такой опыт, да. Вот в ЯТЭК это как раз тот случай, когда могли там спокойно работать. Но, знаете, у нас, конечно, я не имею права лезть в этот хозяйствующий субъект, но поскольку это предприятие у нас является стратегическим, да, жизнеобеспечивающим, и поскольку я сам работал в этой отрасли, у нас этот мир мал. То есть мы друг с другом все общаемся, мы знаем, кто чем там делает, да. Вот вы, да, допустим, депутат, я не как Сахатранснефтегаз говорю, да, вы депутаты, обратили бы внимание, да, чем они там занимаются. Они в прошлом году объявили КРС за 500 миллионов, да, ни регламента нормального, ни графиков с учетом того, что у нас, когда начинается зимний, когда начинается то-то. В результате наши никто не пошел туда.
Почему? Потому что это, ну, брать на себя такую ответственность, да. А вы проверьте, они выполнили КРС или нет. Это такая жестокая зима была. Я думаю, что они не все выполнили, потому что уже к августу месяце сроки все были нарушены все эти, да. Или скважину, как они бурят. Там Корба приехал и говорит, Интергаз поехал на площадку, да. Это он просто дурит, общественно дурит, да, вообще всех дурит. Там какой Интергаз? Интергаза там давно нет. Интергаз это компания, где 2 стула и 3 человека, понимаете? Эта компания выиграла этот тендер, да. Я не из-за того, что там мои знакомые участвовали, да, там Дамир Абдулович, мы все его знаем, да, он буровик с большим стажем, 80-х годов работает, он там участвовал, они участвовали в своей компании. Их просто оттуда взяли и аккуратно отодвинули. 0,406% по рейтингу отодвинули, да. Ну, поэтому обратите на это внимание. Вот как раз бы вот тот случай, когда мы могли, наши ребята могли там спокойно работать. Вот, а то, что касается того, что там вот прямо уж сегодня этот проект, там, нам это все так поручено. Да, я согласен, средневековое месторождение надо, к нему надо бережно относиться. Да. Мы потеряли в свое время Усть-Вилюйское месторождение, Моставское, фактически потеряли, ну, по коэффициенту извлечения, да, и по Средневилюю надо очень осторожно относиться. Да. Ну а то, что там будет СПГ, мы же все прекрасно понимаем, что такое СПГ. СПГ это всего лишь способ транспортировки. Это вот правильно, налоги только. Добавленной стоимости не будет. Это просто сжижать будут, привезут там в Японию и Китай, там будет регазификация будет, те получат и, кстати, японцы, китайцы, немцы, они, думаете, сжигают этот весь газ? Ничего подобного, они в конце все это выделяют, нам только об этом не рассказывают. Да, хорошее в чем? Хорошее в том, что там будет при увеличении там, в разы, там, допустим, если первый этап они будут делать, да, будет увеличение там, газоконденсата будет, да, моторное топливо будет, ну, сок, пропан, бутан и так далее, да, останется в республике, это тоже хорошо. Но с другой стороны, почему мы это слышим? Вот где-то там в «Коммерсанте» печатает, да, там где-то мы слышим, там, французская компания делает им этот предпроект, делает. А почему вот общественность об этом? Вот почему вот так поздно мы собираемся? Вот скажите, пожалуйста, Азим Викторович, почему вы же куратор, да? Почему? Мы же знаем, что тот Заростех, да, тот те же Сумма Капитал, какие там было. В моей памяти было 7 проектов, да? Там восточная там химическая компания была, там эти были, то там было, там был вопрос сжижения стоял, там Жатаев, там, да, там так далее. И посмотрите в конце вот этих 7 проектов, везде написано общественность против, общественность против, общественность против. Сейчас ЕТЭК идет ровно по тому же пути, оставляет вот это вот за скобками, да, ну, они сами себя создают. Мы же помним Тамторское месторождение, тоже Ростех разрабатывал, да, что там случилось? Из-за того, что население против, они руду будут ввозить там, через Севморпуть будут ввозить там куда-то, братцы будут ввозить. Экономика какая, ну, сами понимаете, да? Вот, поэтому тут очень, ну, немножко запоздало, мы вот это все это обсуждаем. Конечно, надо, все эти вопросы, мы же не против инвесторов. Идут инвесторы, очень активные инвесторы, да, там Эльбу уже подняли, там Добычу подняли, там так далее, да. Ну, мы же должны в этом, ну, поскольку это все это касается нас, общественность должна быть в этом случае проинформирована в первую очередь. Да. У нас порочная практика у нас сегодня так получилась. Там где-то золото добывает, мы слышим в последнюю очередь, где-то там полигон делает, мы слышим от каких-то телеграм-каналов, когда слышим, да. Вот, поэтому я вот общественность, УТМ, да, вот, это бывший совет наших аксакалов поактивнее призываю, да, в этом подключаться, чтобы мы нашли нормальный диалог со всеми, ну, не только ЕТЭКом, а со всеми другими. Мы должны найти общий язык, ну, у нас должен быть нормальный диалог. Да.
Вот, спасибо.